Меня зовут Борисов Егор Угурович, я заводчик якутской охотничьей лайки. Эта порода фактически исчезающая, наверное, меньше даже по численности, чем стерх осталось, намного меньше. И даже говорить вот о том, что это зафиксированная порода и так далее, даже рановато. Это будет только если при хорошей селекционной работе мы через 10 лет, наверное, достигнем это, что зарегистрировать эту собаку. Причина исчезновения этой собаки, ну, одна из основных причин, это вот эпидемия 50-х, 60-х годах, эпидемия альбекокоза и эхинококоза была. И здесь это посредником распространения этой паразитальной болезни собаки являются. А окончательным это хозяином, это человек или сахатый, там, олень, вот это. И я помню в детстве несколько случаев, соседи, дети болели, были летальные исходы. Тогда вот доктор Альперович на эту тему защитил кандидатскую диссертацию, оперировали детей. И печень имеет возможность увеличиваться в размере, если удаляешь. 1/3, если остается, этот человек может выжить и восстановить объем печени. Но бывало, что запускалась эта болезнь, и часто умирали дети. И в те годы это беспощадно, просто-напросто безграмотно расстреляли всех якутских лаек. И сейчас мы их понаслышке, и то, что в детстве видели, это вот перед глазами памяти есть, а реально таких якутских лаек мы еще не находим. Есть лайки, есть охотничьи собаки, у которых есть какая-то превалирующая кровь якутской лайки. Вот эти есть еще по отдаленным наследам и так далее, можно увидеть. Я в детстве помню, у нас сосед был охотником, у него была эта якутская охотничья лайка, пестрая такая. И вот я учился где-то в 3 классе, наверное, видел эту собаку. Она охотилась только на сахатых. Каждую осень хозяин брал, и, видимо, удачно охотились, возвращались. И эту собаку он берег. Собака умерла, наверное, когда ему было лет 12-14, вот так. Долго жила по тем параметрам. Много собак не было, в деревне обычно это 2-3 охотников, и больше не было. Но в связи с альбекокозом пошло истребление. Потом, в обществе и природе вообще вакуума не бывает, оно чем-то заполняется. И в 70-е, 80-е годы якутская молодежь, большая численность молодежи стали поступать в Иркутский охотничий институт. На охотоведа учились. И они оттуда привозили западно-сибирских лаек и восточно-сибирских лаек. Вот это массовый привоз этих пород, да, оно как бы произошло ассимиляция с нашей якутской лайкой, и теперешние лайки, они фактически все имеют где-то, в процентном соотношении, в разных вариациях, но имеют кровь этих лаек, да. Но меня с одной стороны успокаивает то, что восточно-сибирская лайка, в нем много крови якутской лайки. Использовали при селекционных работах, использовали якутскую лайку. Можно поэтому, опираясь на восточно-сибирскую лайку, скрещивая местную якутскую лайку, еще можно что-то сделать.
И чем отличается вот якутская охотничья лайка от этих лаек? Я года, наверное, так, 4-5 тому назад был в Монголии. Там увидел я монгольскую собаку, и у меня вот возникло чувство, что это якутская лайка. И в самом деле, когда в литературе покопался, оказывается, вот, ну, собаки, в общем-то, пошли от Монголии. Наши предки всех собак, это Монголия считается. Ну, одна из версий, это не абсолютно, это можно сказать, что только так, да. Но одна версия вот такая есть. Поэтому я, глядя на монгольскую собаку, я подумал, что это близкий родственник нашей охотничьей лайки. Голова также большая, и расстояние между ушами широкое. Грудная клетка хорошо развита. Ноги не такие длинные, как у западно-сибирской лайки. Они среднего такого размера. И по длине они намного длиннее, чем туловище, да, длиннее, чем западно-сибирские, восточно-сибирские лайки, у якутской лайки. И обычно на задней ноге это 5 пальцев бывает. И у якутских лаек тоже вот это я заметил, с детства запомнил. И, ну, хвост иногда один круг делает, иногда полкруга, иногда саблей, вот так стоит. Вот такой хвост. И самое главное, они по темпераменту намного спокойнее западно-сибирских лаек. Толковые они, не так вот темпераментные и это изворотливые и так далее. Они спокойные сами по себе. Это вообще универсальная собака. И поэтому он может выполнить и функцию пастушей собаки, он может выполнить функцию воспитателя за детьми, да, ухаживать за детьми. Якуты раньше это широко его использовали в этих направлениях. С детьми оставляли, и они вот какашки и так далее съедали, чистили все это, и за детьми смотрели. Это очень умные собаки, и как сторожевые они тоже идут, если им говоришь, что надо сторожить, они сторожили. Кроме того, еще как тяговую силу тоже раньше использовали, и сейчас, ну, одиночки, кто это пешком ходит и так далее, они тоже пользуются этим. Некоторые вот показывают, когда на охоту идут, определенную часть это груза на собаку. Мы вот вернулись на днях с Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, и там увидели, ну, встретились с якутом охотником, и он тоже до сих пор это вот собаку тоже как гужевой транспорт пользуется. Чаще это груза на собаку, и арык шию, говорит, и вот арыком привязывает и идет. Так, и как можно вот восстановить эту исчезающую породу собак? Конечно, без науки это фактически на сегодня невозможно. Нам надо выделить ДНК, образец ДНК якутской охотничьей лайки. А где можно вот это ДНК найти? Да? Это только в раскопках, археологических раскопках можно найти. Года 3-4 тому назад вот археологи нашего краеведческого музея находили 2 собаки, захоронение собак этих, 1800 какого-то года, ну, конец 19 века или начало 20 века это было. Шаман использовал в своих ритуалах. Я спрашивал, в каких ритуалах пользуются. Это, оказывается, когда женщина не рожает, можно вот в ритуалах шамана пользоваться, жертвоприношения делают собаками и просят детей.
Ну, видимо, и такое было, и две собаки вот захороненные в Черкёхе Тачинского улуса находили. Но, опять же, допустили, ну, и археологи, ну, и все мы. 2 года вот эти черепа этих собак находились при комнатной температуре в помещениях. И за это время вот ДНК полностью высохла. Обычно берут из корней зубов, в таких случаях. Взяли, но анализ хороший не получился, к сожалению. Поэтому я воспользуюсь вот передачей, обращаясь к охотникам, к заводчикам. Если кто знает, где захоронены эти охотничьи якутские лайки, дайте нам информацию, пожалуйста. Информацию можете дать и передачу «Охота и рыбалка» или журнал «Баянай». Туда можете отправить, и тогда мы бы смогли взять образец ДНК якутской лайки. А это уже послужило бы опорным материалом, и сравнивая ДНК вот наших собак, которые вот на сегодняшний день так-то выявляют, вот эксперты наши, да, ходят, ездят по улусам и говорят, там есть больше собаки, больше схожие на якутскую лайку и так далее. Вот из них мы бы брали тоже анализы и, сравнивая, уже выявили, вот, насколько процентов у этой собаки вот якутской крови, да, крови якутской лайки. Таким только образом, выявляя, можно и скрещивая, можно восстановить нашу исчезающую собаку. А собака, она сама по себе природой создана, адаптирована в наших условиях. И особенность этой лайки, да, вот морозостойкость. Они не мерзнут зимой прямо, им конура не нужна, они ложатся на снег и спят спокойно. И при этом потери таковой нету. Когда утром смотришь, где собака лежала, там даже снег не тает. Это говорит о том, что шкура, теплоизоляция шкуры самого высшего класса, да? Класса. И как у этого белого медведя. Белый медведь тепло не теряет, он только тепло поглощает. Якутские лайки тоже, вот зимний мех, якутский лайк тоже мало теряет, не абсолютно, а мало теряет тепла и не уходит это. И еще наши собаки, вот то, что они более спокойные, энергозатрата не такая большая, как у западно-сибирских лаек, поэтому они вот то скудное питание, которое дают охотники, не все же это, раньше это было фактически невозможно, собак не кормили, они сами себе находили там, мышковали или что-то, мелкую дичь ловили во время большой охоты. Или вот когда только добудут там сахатова или еще медведя, тогда вдоволь наедается и ходят. Поэтому в этом плане тоже, когда вот наши породистые лайки, они очень прожорливые. И для них, ну, времена меняются, сейчас люди, охотники, никто не ездит в лес без продуктов для собак, без корма для собак. Поэтому, ну, в то же время вот можно и обойтись, если якутские лайки были бы, они бы, ну, не брали бы люди, или мало бы брали с собой корм. Это тоже очень хорошее качество. Далее, якутская лайка универсальная, если его обучать, то однозначно она на уток идет. Это хорошо. В детстве мы тоже вот собаками на утят ходили. И на крупного этого зверя идет. Соболя раньше мало было, поэтому на соболя, видимо, не шли. И теперь вот отпрыски этих, ну,
собак тоже, вот мои, которые на соболя, некоторые не обращают внимания. И это нормально, говорят люди, знающие люди. Так, вообще, как готовить собаку к охоте и так далее, да? Здесь есть одно правило. Все должно быть в меру. То есть мы, заводчики, люди азартные, как картежники, как это, тоже хорошую собаку увидишь, глаза загораются, и прямо вот все можем отдать ради хорошей собаки. Потом привозим домой, и так накапливается, накапливается. У меня сейчас во дворе стоят 4 собаки, и на этом я остановился. Потому что уже большее количество собак, ну, кормить можно, а натаскивать невозможно. Потому что их надо постоянно брать с собой и натаскивать. А готовой такой собаки, с неба готовая собака не падает. Надо с ним ходить в лес, обучать и так далее. Поэтому в этом плане надо иметь то поголовье, которое ты можешь с собой таскать. В машине это, на лодке или еще куда-то, и там уже в лесу, чтобы возможность была их накормить, где-то конуру сделать и так далее, и так далее. Все это, ну, комплекс работ возникает. Поэтому надо на оптимальном уровне остановиться. Я вот многих своих друзей замечаю, они по 30, по 20 собак держат. И они, их, к сожалению, хорошие собаки пропадают у них из-за того, что они не могут это. А чужих людей просить и брать на охоту, вот мою собаку на осень возьми, это не получается, потому что чужие есть люди, чужие, у них свои собаки, и собаки обычно, вот когда на охоте незнакомые собаки дерутся, это очень большая проблема. А со своими это драки не бывает, потому что они уже друг друга знают. Эта проблема есть, и поэтому это основное правило. Чрезмерно много собак держать не надо, а надо держать оптимальное количество. Но при этом, опять же, цепочку, чтобы не перерывать, раньше люди вот одну собаку держали, до 12 лет с ним ходили, потом собака умирала, и оставались без собак. А этого не должно быть. Сейчас мы заводчики, поэтому свое потомство, свою линию держишь. Для этого нужно, чтобы постоянно была у тебя или сука, и кобель, и чтобы эту линию свою продолжить. И с учетом этого надо держать. Далее я вот как говорил, собака готова никогда с неба не падает, требует много натаски, надо с ним ходить, постоянно характер изучать. Вообще собака, когда больше общаешься с ним, он становится как человек. Я вот замечаю, те собаки, которые больше контактируют с людьми, они намного умнее этих собак. Поэтому тоже это надо учитывать. Мы вот из-за отсутствия времени мы их как бы держим, с ними не общаемся, редко-редко, стараемся там вывести на прогулку и так далее, но этого недостаточно. Поэтому второе правило – это надо максимально с ними общаться, тогда только будет хорошая собака. Кормежка какая-то, щенкам я обычно даю для профилактики рахита, надо рыбий жир давать. Он очень хороший, собаки с удовольствием едят его. И в самом раннем возрасте, где-то с 15, с 20 дней начинаешь подкармливать, когда молока у матери не хватает, туда я яйцо сырое разбиваю, и желток, и белок туда смешиваю и даю с молоком. Тогда они первый день, может быть, так-сяк, а уже потом вкус им нравится и начинают лопать. Да?
другие витамины надо давать. И я вот заметил, очень хороший это продукт, корм для собаки, это вот опилка, где мясная опилка, где вот распиловка мяса, с ними общаешься, у них берешь, и она, вот там и кальций, кости все перемолоты, и белок, и жир, все есть. И самое то, это, ну, не то, а, как сказать, это абсолютно правило. Щенкам не надо давать жир, сало, пока они не подрастут. Потому что если жир даешь, у них сразу начинается проносит и умирает даже. Мы раньше вот как-то это не понимали, давали, думаешь, жир покушать лучше станет. А потом со временем вот догадались, что мы портим. Поэтому жир ни в коем случае не надо давать. Ну а остальное, вот, когда подрастут, это можно шкурами кормить. Сейчас это жеребячие шкуры, а в основном выкидывается же, не пользуется, не заготавливается. Вот мертвое берешь, на куски режешь, варишь. Если жеребенок, ну, осенний жирный, то на этой шкуре они хорошо подкармливаются. И крупы тоже надо вот подбирать, но время от времени надо крупу менять. Но некоторые собаки уже привыкают к одной крупе и от другой не едят. Люди для того, чтобы это хорошо поели, растительное масло сверху немножко ложками добавляют, и собаки охотно едят. Ну, туда вот рыба. У нас гальянов очень много, можно гальяну вот осенью подлетка сетями или этим корчагой ловить мешками, и можно вот это кидать. Они тоже очень охотно едят. И некоторые собаки вот рыбу любят, некоторые не любят. Есть такое. И от природы это почему-то. Две собаки стоят, одна прямо вот как кошка, прямо рыбная душа, а вторая неохотно. И тоже вот где рыбзаводы и так далее узнаешь и берешь у них и даешь. Вот так вот. Ну, кормежка основная такая. И, ну, головы вот животных берешь, жеребячие, рубишь, тоже даешь. Легкие, но легкие надо обязательно варить, потому что там вот альбикокос, эхинококос, оттуда легкие печень. Поэтому если печень, то обязательно тоже надо варить. На охоте, когда даешь, ты уже вот убил зверя, да, и смотришь в первую очередь печень, разрезаешь на куски и смотришь. Если чистенько, нормально. Дальше идешь, легкие тоже разрезаешь, смотришь, если чистенько, можно давать в сыром виде. А если там какие-то папулы есть, это есть, то не надо. Только после тепловой термической обработки можно давать. О легендах, ну, какие вы знаете легенды о якутской лайке и реальные охотничьи истории? Ну. Легенды, да? Ну, легенд много. Это о собаках, это постоянные разговоры у охотников. Была у нас такая собака, все начинаем, когда осенью выходим на охоту. Рассказы, значительная часть рассказа – это про охотничьи собаки. Так что рассказов полным-полно, или пишут в журнале «Байнай». Лично я вот легенду, в общем, была одна легенда собака у наших родственников. Он был великим охотником. Годы войны – это где хорошие охотники бывали, ну, от голода меньше люди умирали. Потому что это мясо не нормировалось, и не могли на него это самое говорить, что не кушайте и так далее. Запрета невозможно было накладывать. Поэтому те на слегах, где охотники были, те выживали. И вот старик, один наш родственник, это Сабарайкин Илья, старик,
Он это весь ночлег вот спас. У него была собака, легенда, это мальчик называли. Эту собаку, и об этой собаке, в общем, ходили большие легенды, как он зверя останавливал. И, к сожалению, вот этот старик был неоправданно осужден. Он там, дезертир, его избушки остановился, он увидел это и, ну, пошел, доложил. А тот, когда в тюрьму уходил, сказал, что это мой соучастник. И старика взяли, в тюрьму положили, да, посадили. Не положили, посадили. Но потом оправдание вынесли, и он пешком шел. И вот пока его не было 3 года дома, собака каждый день выходила на избушку и смотрела все время в ту сторону, куда ушел старик. Вот каждый день эта собака ждала своего хозяина. И дождалась собака. Но это другой рассказ, конечно. Вот такие преданные они бывают. А сейчас уже о реальных историях с собакой якутской лайки, реальных историях, там, которые, может быть, с вами приключалось и так далее. Ну, у меня, я вот скажу, да, что чистокровно хорошей якутской лайки еще нету. Вот пытаюсь уже несколько поколений вывести, но до сих пор я считаю, что мне надо еще поработать и поработать. Поэтому говорить о том, что с якутской охотничьей лайкой, что было, не было у меня, а с моими собаками, которые вот на сегодняшний день есть, легенд так больших не было, но они хорошие охотники и универсальные. Они идут и на медведя, и на сахатова, и на уток, и так далее. И на соревнованиях участвуем мы постоянно, занимаем призовые места. 2 мои собаки ездили не за рубеж, а в центральные регионы России на соревнованиях, состязаниях. Тоже вот с дипломами, с призами возвращались. И одну молодую собаку я отдал хабаровчанам. И вот эта собака, в общем, они на базе, когда сидели, тигр туда пришел. И все собаки испугались, кто куда укрылся, а этот не испугался и бросился на тигра. Начал драться с ним, и тигр убежал. А у этой собаки ума не хватило остановиться. Видимо, азарт такой. Вообще очень азартный пес был. И он погнался за тигром. Где-то 3 километра он за ним бежал, а потом тигр остановился, и, конечно, тигр есть тигр, убил эту собаку. И вот хозяин жалел, я потерял такую хорошую собаку. И вот подумать, да, лайка якутская, да, вот прямо, да, сколько смелости надо, чтобы на взрослого тигра идти 1 на 1, да, и подраться, еще погнать его. Это тоже много значит, говорить о смелости. Да, якутские лайки, они ради хозяина могут умереть, это не легенда, это явь в жизни. Я таких случаев много знаю. И у нас в Черкёхе были случаи, когда вот собаки из-за людей, даже не хозяева, а чужие люди, их защищая, умирали под медведем. Были случаи. Расскажите о своей первой собаке, с которой началась ваша деятельность заводчика лайки. Заводчиками, видимо, рождаются. Это тоже азарт такой, и любовь к животному. Это не искусственное, а естественное качество человека. У меня тяга к собакам, это вообще с детства. С 5, с 3 лет, наверное, я мечтал иметь собаку. И заимели мы вот одного хорошего, щенка нам дали. Вырастили мы. И этот щенок
Это якутской лайки был, да. Я учился где-то, наверное, во 2 классе или 1. Тогда вот зимой мы взяли. И охотничья это очень хорошее качество были. Он потом это самое, вот ловил утят, зайчат, этих птенцов, глухарей и так далее. И выносил и на дорогу ложил, когда едешь туда. Останавливает, берешь, забираешь. Пока до избушки доходишь, ну, мы маленькие были, уже, ну, как бы на вечер уже ужин есть. Так. Вот это, наверное, моя первая собака в детстве. И потом уже, когда сам стал взрослым, я в Верхояне работал, и там начал тоже вот держать собак. Были хорошие собаки. Там в те годы это самое особо по отдаленным этим наслегам, там чистокровные были лайки. А потом они перемешались, оленегонные с этими с якутскими лайками и так далее. Поэтому тоже качества какие-то стали. Ну, попадаются очень хорошие, несмотря на невзрачный вид и так далее, хорошие лайки. А потом уже, ну, мой зять очень тоже большим охотником был, у него были очень хорошие лайки. Он это в Алюкминске брал, лайки. Потом я одного щенка взял, вот титары, когда они на пике славы были. Вот это очень хорошая тоже лайка была. Умная и такая массивная, якутской крови там было много, кстати. И тоже от голода никогда, как говорится, не страдала. Все ела подряд. Даже когда собака вот якутская голодает, он начинает спокойно есть это конский навоз. Конский навоз едят. Или навоз вот это сахатова тоже едят. Это чудо науки. Клонированная собака. А как клонировали, да? Это вот взяли уши от якутской лайки, этот обрезал, и потом оттуда вывел клетку, выращивает. От клетки вытаскивает только ядро. И это ядро ложит в клетку суки. Но при этом ядро этой суки полностью вытаскивается. То есть информация полностью уходит только от отца. И вот это, размножая, потом оплодотворяет этой клеткой суку, и через 2 месяца вот рождается. Вот он больше похож, вот мордатый же. И уши это самое, вот расстояние между большое. И я вот в детстве помню, у местных лаек, да, кончики у ушей это, они болтались. Вот это и есть. По этой очень спокойный по нраву, не агрессивный. Но при этом я вот, ну, вообще-то, как бы искусственно собака, а сейчас уже вот, ну, как на натуральную собаку смотрю, ориентир очень хороший. В лесу мы оставляли, он находил все это, приходил и это сам самостоятельно. Есть тоже все подряд. Даже если проголодается, вот какашки лошадиные там и так далее, может много кушать. Белях. Корейцы назвали вот Белях. Имя дали. А мои чуть не переименовали. Клон. Я говорю, нельзя, потому что хозяева дали, те люди, и Беляхом должен остаться. Белях, к той собаке пойдет? Пойдет. Тоже якутской крови, но не чистокровка получается. Это я специально свою суку возил в это Улу-Сыгы Никифорову.
Там у него есть кобель хороший, Баллай зовут. Вот от него это взял. А это сын этого донора этой собаки. Сын, как бы общий отец получается, да? Это годовалый. Годовалый, ага. Вот, ну здесь крови якутской многовато. Есть, конечно, не многовато, а есть. И вот голова большая. Расстояние между вот ушами широкое. И по длине не короткое. Туловище тоже не короткое. Дружелюбная собака. Но бедные вот хотят это самое. Бегать, гулять. Вот, наверное, в это воскресенье, если у меня возможность будет, с ними в лес поеду, чтоб набегались. Но опять же, вот проблема, да, они вот, до того это энергии накапливается много и убегает далеко. В прошлом году вот с одного помета кобель тоже вот такой был у меня. Вот такой. Чуть, может быть, ростом был ниже. А очень схожий. И вот они убежали, и через месяц вот она вернулась. А тот пропал. Видимо, в петлю или в капкан попал. До этого тоже два кобеля у меня также весной вот убежали и с концами. Там следы Сахатова были свежие. Видимо, за ним погнались. Или охотники их это забрали. Скорее всего, так. Когда собаки теряются, куда только мы не обращаемся, да? Это экстрасенсом обращаемся. И я знаю, вот две женщины у меня знакомые есть хорошие. Они как в воду смотрят и говорят, через столько-то придет, не ищи и так далее. Или говорят, у тебя собака пропала, не ищи. И я вот их параллельно расспрашиваю, да? Они в одну точку все время. Вот для того места ходят, там местность обрисовывают. И это так, и это так.